В Кыргызстане на утро 28 апреля было выявлено 13 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усинбаев на брифинге в правительстве. Новые случаи были выявлены в Чуйской области 6 случаев, в Бишкеке 3 случая, в Джалалабадской и Нарынской областях по 2 случая. Таким образом, на 28 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 708 зараженных. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, режим чрезвычайного положения будет продлен до 10 мая 2020 года в городах Бишкек, Ош, Джалалабад и Атбашинском районе Нарынской области. Об этом сообщил президент Сооронбай Джейнбеков 28 апреля на заседании Совета безопасности. Как сообщила пресс-служба президента, такое решение было принято после выступлений первого вице-премьер-министра Кубатбека Буронова и министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова с информацией о текущей ситуации. На остальных же территориях, где будет снято чрезвычайное положение, будет сохранен режим чрезвычайной ситуации. В Бишкеке стало намного меньше преступлений. Об этом сказал комендант Бишкека Алмаз Урузлиев на брифинге в правительстве. По его словам, в режиме чрезвычайного положения участились случаи мошенничества и краж личного имущества. Также зарегистрированы случаи мошенничества, в том числе с предоставлением гумпомощи под видом гуманитарных фондов. Дополнительно Урузлиев сказал, что отдельные граждане перестали соблюдать простые меры предосторожности. Речь идет о посещении магазинов и маркетов. Урузлиев попросил руководителей маркетов и рынков соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы и уделить внимание дистанции между покупателями. Коменданту по городу Ош, Карасуйскому и Наокатскому районам пожаловались, что проживающие в многоэтажных домах номер 9 и 10 по улице Шакирова дети гуляют во дворе допоздна. Такая информация была озвучена 28 апреля во время онлайн-брифинга. Жители сообщили, что дети находятся на улице до 23:00. Комендант Малик Нурдинов ответил, что руководство комендатуры и комендантский патруль проводят проверки на местах, чтобы ознакомиться с ситуацией. По его словам, они наблюдали такие случаи. Когда сотрудники УВД приезжают на место и делают предупреждение, то жильцы расходятся по домам. Как только милиционеры отъезжают в другой квартал, жители выходят на улицу вновь. В связи с этим, уважаемые родители, мы сейчас делаем вам предупреждение через телевидение. В следующий раз мы будем вынуждены доставить ваших детей в комендатуру и потом вызвать вас, сказал он. Глава фонда обязательного медицинского страхования Ильнура Баранбаева попросила пациентов, которые были выписаны с выздоровлением после коронавируса, распространять достоверную информацию. В эфире ее спросили, может ли быть такое, что человек за все время лечения не получал лекарств. По ее словам, когда болезнь подтверждается, пациента госпитализируют на 14 дней. У него берут анализы, и медработники ведут наблюдение, контроль, изучают дыхательные органы, измеряют артериальное давление. Если же есть температура, человеку дают жаропонижающее. Это все лечение.